Здравствуйте! Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Меня зовут Максим Прохоров. Я и мои коллеги будем рассказывать вам и показывать все самое актуальное про татарстанский спорт. Впереди вас ждут яркие сюжеты, а также интересные встречи с гостями в студии. Смотрите сегодня в выпуске «Столетие плавания в Татарстане». О прошедшем торжестве и не только поговорим с именитыми гостями в студии. Кубок России по национальной борьбе. Репортаж с места событий представим вашему вниманию. Сплетение реальности и виртуальности. Как себя чувствовали профессионалы с джойстиками в руках. Подборка самых интересных событий недели в нашем видеообзоре. Большой вековой юбилей отмечает татарстанское плавание. Это большая дата, большая веха в региональной истории республики. В связи с этим в Казани прошло празднование в честь столетия плавания в Татарстане. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, тренеры и сами спортсмены. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Почетные гости, артисты эстрады и синхронисты. 3 декабря в Казани состоялось водное шоу в рамках столетия движения спортивного плавания в Татарстане. Во Дворце водных видов спорта уж точно было где разгуляться. Выступления творческих коллективов, заплывы воспитанников спортивных школ и знаменательные слова спортивных чиновников. Вы знаете, что мы лидеры в стране по количеству бассейнов. Сегодня более 260 бассейнов работают в Татарстане, и мы каждый год в той или иной степени, по мере возможности, строим и дальше наши бассейны, потому что плавание и азы плавания – это в первую очередь здоровье, это безопасность нахождения на водных объектах, это, конечно, здоровье нашей нации. Немаловажным ходом мероприятия стало награждение людей, чей вклад в развитие водных видов спорта в нашей стране является бесценным. И несмотря на трудности, все чаще стали появляться татарстанские спортсмены. Как один из показателей, в 21 веке, с 2004 года, на всех летних Олимпийских играх впервые появились, и на всех играх есть пловцы, воспитанники плавания Татарстана. Это Яна Мартынова, казанская, которая участвовала в 3 Олимпийских играх. Это Леша Зацепин, воспитанник набережных. И это Саша Красных, который участвовал на 2 Олимпиадах и стал серебряным призером последних Олимпийских игр. Вот они, венцы творения Татарстана, которые вписали свои имена в историю не только республиканского, но и мирового спорта. Стоит отметить, что для юных спортсменов это был повод лишний раз показать свой уровень и проверить силы перед лицом публики. Ведь на данном мероприятии принимали участие воспитанники спортивных школ, в звании как мастеров, так и кандидатов, практически будущих звезд нашей большой страны. Влияние истории на нашу великую республику, на то, какой вклад каждый день мы делаем в наш великий спорт. Данный юбилей еще раз показывает всю важность занятия спортом. И кто знает, может, эстафету чемпионов и рекордсменов республики подхватят молодые спортсмены Татарстана. Продолжаем говорить о юбилее спортивного плавания в эфире «Спортивной среды». У нас сегодня в студии член Совета ветеранов спорта Камешков Алексей Антонович. Алексей Антонович, с праздником, с юбилеем вас! Если вспоминать историю о плавании Республики Татарстан, с чего или даже с кого она начиналась? История плавания имеет столетнюю славную традицию. В 1922 году впервые на реке Казанке и озере Кабан были проведены показательные заплывы спортсменов-энтузиастов той поры. Уже в 1925 году спортсмены нашей республики уже приняли участие в первых официальных соревнованиях. Это были те люди, которые начали уже целенаправленно заниматься вот этим видом спорта. И начиная вот с этих таких давних времен, плавание стало уже иметь такую постоянную основу. Появились такие люди, как первый, мы его считаем основоположником нашего современного плавания,
Юлий Адамович Ваш. И он внес вот значительный вклад в развитие плавания, потому что он уже владел и методикой, и подготовкой, и обучение проводил на высоком достаточном уровне. Вот с него все плавание началось. Вот в 1934 году здесь была проведена спартакиада Поволжья, в которой приняли участие много то же самое пловцов. И там уже появились наши достаточно известные пловцы. Тот же Юлий Адамович Ваш, были Аксенов. И особенно школьница 16-летняя Тамара Полыгалова, которая впоследствии переехала в город Ленинград, где стала многократной чемпионкой и рекордсменкой Советского Союза. На вашем веку был ли какой-нибудь заплыв, который вот остался у вас в памяти, который подарил вам незабываемые эмоции? Может быть, вы по нему скучаете, как-то вспоминаете таких иногда? Моментов в плавании было очень много. Но плавание подарило мне незабываемые не только эмоции, а чувства, которые я испытываю до сих пор. Я в плавании встретил столько замечательных людей, звезды, легенды спорта. Подводя вот итог вашего огромнейшего рассказа исторического, это большие факты, это большой праздник. Вот вы принимали участие в юбилейных мероприятиях, Да. как Казань и как Татарстан отпраздновали вековой юбилей плавания в Республике Татарстан. Но я мало рассказал еще, я мог рассказывать больше. Но дело вот в чем. Когда пришла такая мысль у нашей общественности, в частности, у Федерации плавания, у Министерства спорта нашей республики, то огромное количество людей приняли участие в подготовке материалов по проведению этого праздника. Составили замечательный сценарий, в котором приняли участие люди, умеющие это проводить. И этот праздник мы провели на хорошем таком организационном уровне. Там были награждения, были воспоминания, были художественные номера в исполнении заслуженных артистов нашей республики. В общем, это был такой настоящий водно-спортивный праздник. Алексей Антонович, мы вас благодарим за то, что вы к нам пришли в телепередачу. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо. И всех наших тренеров, и всех наших ветеранов. Это большая дата, мы вас еще раз поздравляем. Спасибо. И спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр в свое время стремительно набирало популярность. А вот совмещение любого вида спорта с киберспортом в этом году стало необычным открытием. Недавно проходила серия соревнований по фиджитал-дисциплинам. Подробности вы узнаете в нашем сюжете. 20 кругов на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Звучит непонятно, но очень интересно. 24 ноября прошли фиджитал-гонки. Основная концепция соревнований – объединение классического спорта и киберспорта. Вроде есть элемент соревнований, но тем не менее есть какой-то фан, да, с ребятами, борешься на картинге, борешься на симуляторе. Здоровский формат, я уверен, что у него будет свое будущее, будет своя аудитория. Было интересно наблюдать, как спортсмены и игровые стримеры сначала соревнуются вживую, а потом быстрым движением руки снимают шлем, и гонки продолжаются на виртуальном симуляторе. Блогеры могут с нами пообщаться и поучиться ездить, и мы у них можем, стримрейсеров, точнее, научиться, как там правильно они
симуляторы едут, конечно, они там быстро едут. Участники показали действительно серьезное противостояние. Победителями стала команда ЕК «Алга». Казанцам удалось совершить серьезный отрыв в 21 секунду. После соревнований прошел еще один заезд в паре со специальным гостем, бывшим пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным. Никита отметил, что 80% подготовки настоящих гонщиков как раз и состоит из тренировок на виртуальных симуляторах. Сооружение очень крутое. Казань в плане спорта номер один. Чуть-чуть дыхание после гонки сбилось, но ребята тут, конечно, крутого уровня. В рамках мероприятия также состоялся заезд шоу звезд с участием известных стримеров, таких как Дмитрий Ликс, Илья Якцевич и Александр Парадиев. Им противостояли профессиональные автогонщики Виталий Петров, Сергей Сироткин, Алексей Басов и Виктор Шайтару. Для меня большая честь. Очень прикольно, когда катался на симуляторе, когда тебе подсказывает профессионал, который говорит, до какой передачи скинуть, когда тормоз нажать, когда поворачивать, как поворачивать. Через день, 26 ноября, проходили единоборства. Это были первые в истории гибридные соревнования по Mortal Kombat 11 и ММА. Вот уж во что нельзя было поверить, так это в то, что профессиональные бойцы на время охладят свой пыл и возьмут в руки джойстики. Но участники с серьезными лицами реализовывали красивые фаталити, а затем показывали зрелищный бой в октагоне. И еще одной важной фишкой боев являлась возможность зрителям повлиять на результат, проголосовав за спортсменов в 3 номинациях. Лучший боец, лучший нокаут и за креативность. Нельзя не согласиться, что это придавало боям дополнительный интерес. Победителем турнира стала команда МК Team, за которую выступал боец Хабиб Магомедов и Анзор Абжамов из Республики Дагестан. Специальным гостем на этот раз был чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. Им был высоко оценен нокаут Валерия Грицутина из команды Brave Heart, которая получила 2-е место в поединке против Серипхая Хаджибаева из Caspian Megalodons. Ян сказал, что боец проявил характер и выиграл на классе. Что же, о такой похвале стоит только мечтать. Я думаю, что все зависит от подхода, от общей работы команды. Я думаю, что планы глобальные у команды на данный проект, и все получится. Организаторы приятно удивили фанатов смешанных единоборств, а уже 9 декабря стартует не менее интересный гибридный хоккей. Сначала игроки сразятся в компьютерной игре NHL 22, а потом выйдут на лед и проведут матч в формате 3-3. Известно, что участниками станут казанская команда Акбарс, московская Космос, казахстанская Борис Кибертайм, а также команда блогеров Nape Sky. Для эффекта вау не хватает только зеленого дерби, но кто знает, возможно, когда-нибудь мы увидим знаменитое противостояние Зарипова и Панина в киберпространстве. Тема плавания в эфире спортивной среды продолжается. У нас в студии чемпионка летней универсиады в Казани, 39-кратная чемпионка России по плаванию, участница 3 Олимпийских игр Яна Мартынова. Здравствуйте! Яна, как для вас прошел праздник столетия? Вы сами большая часть истории татарстанского плавания. Во-первых, да, хочу поблагодарить за этот замечательный праздник, за это замечательное событие. Очень здорово, что всех наших татарстанских великих спортсменов, тренеров собрали на этот праздник. И все на самом деле проходило так классно, интересно, задорно. И показали, как детки маленькие умеют плавать, и также как средний возраст, и юниоры, и даже старший возраст деток выступали, показывали, как они плавают. Очень много тренеров, которых наградили заслуженно за их награды. Мне очень все понравилось, я очень благодарна, что меня позвали, наградили. Я была в номинации «Лучшая спортсменка Республики Татарстан». И это действительно, да, дрожи в руках и сердце, и слез на глазах. Было очень приятно, что нас позвали и поздравили. Говорят, что у профессиональных спортсменов нету детства. Так ли это? На самом деле, да. Если брать мой случай, да, я в основном проводила это только в бассейне, в воде. Естественно, оно было, но чуть-чуть. Я не могла себе, на самом деле, позволить постоянно гулять с друзьями и даже заводить друзей. У меня даже на данный момент вот единственная подруга, одна моя лучшая подруга и один у меня единственный друг, потому что не было на это времени, и я посвящала полностью себя спорту. И сейчас я, на самом деле, ничуть не жалею, потому что
вот этот вот мир, когда можно сходить погулять, где-то развеяться, что-то поделать, это все придет после спорта, потому что спортивный век, он на самом деле очень короткий. Вот я закончила свою карьеру, а мне кажется, боже, это же было совсем недавно. Яна, вы о себе говорили в прошедшем времени, что вы плавали. А сейчас какой у вас путь? Чем вы занимаетесь? Сейчас я занимаюсь тренерской деятельностью, я открыла свою школу плавания. Вот, пользуясь случаем, передаю привет моим любимым ученикам. Они очень хотели, чтобы я им передала привет. Ребятки, я вас очень сильно люблю. Вот, сейчас я занимаюсь тренерской карьерой, и я безумно рада, что я нашла свою нишу, потому что когда я плавала, я говорила, я никогда в жизни, тренером никогда в жизни. Потому что я понимала, что это очень тяжело, и мне, наверное, так надоела уже вода, что я думала, нет, с тренерской деятельностью я себя не свяжу. Но потом, когда закончила, я поняла, что я могу делать хорошо. То есть я тот человек, тот чемпион, который, если ты берешься за дело, его нужно делать очень хорошо и с полной отдачей. И я подумала, ну что, я салон красоты открою, что я там буду делать, ногти пилить? Поэтому я решила, что нужно передавать свой опыт, свой вот этот ценный опыт, ведь столько за моей спиной 12 чемпионатов мира, 15 чемпионатов Европы и 3 Олимпийских игр, и детям нужно передать этот опыт обязательно и показать им, как можно плавать, как нужно плавать, как это здорово и как это, во-первых, полезно для здоровья. А какая философия у вашего центра по плаванию? Важнее путь или все-таки результат? Что касается моей школы, естественно, нам важно все. Нам важен каждый ребенок, потому что у нас индивидуальный подход к каждому ребенку, потому что я понимаю, что большой массовости, конечно, мало ты сможешь вырастить чемпионов. И наш путь тот, что мы единственная школа, которая не только развивает детей как спортсменов, но и как очень классных людей. Мы прививаем им любовь к спорту, уважение к старшим, уважение к тренерам, уважение в команде. Это очень важно для достижения высокого результата. Говоря об играх дружбы, которые прошли в Казани летом, были осенью и сейчас зимой будут скоро в декабре, это конкурентные игры? Да, я в этот раз была на играх дружбы уже в роли зрителя, да, в роли тренера, и наблюдала за всем происходящим, и мне прям так сердечко заёкало от того, что я не застала вот именно сейчас этот момент, потому что там была такая красота. Огромная благодарность за это. Это действительно стало очень интересно наблюдать и смотреть. На эти соревнования приходит огромное количество детей, родителей, и они это видят воочию. И я своих ребят туда приглашала, говорю, ребята, посмотрите, сходите, вот говорю, сегодня возьмет, и вдруг Климент Колесников рекорд мира побьет. И вот тут дети пришли, на следующий день они такие воодушевленные, мне об этом рассказывают. Мы видели рекорд мира. То есть это на самом деле очень здорово, и организаторы просто большие молодцы. А вот если говорить о рекорде Колесникова, Международная федерация плавания ФИНА допустила, что они признают его рекорд. Решение ФИНА вас вообще хоть как-то удивило? Я на самом деле очень обрадовалась, что все-таки они приняли это решение, и действительно это все было заслужено, это все было правильно сделано, международные старты, все верно, и, как всегда, сила в правде, и все замечательно, и дай Боже, чтобы он еще побивал эти рекорды, и на таких соревнованиях, когда игры дружбы, чемпионаты России, это вообще будет супер. Яна, мы вас благодарим за то, что вы пришли к нам, рассказали, чем вы занимаетесь. Мы желаем вашему центру успехов, вам теперь уже в новой области, чтобы теперь вы могли растить наших казанских, татарстанских пловцов. И мы вас поздравляем, так как вы часть нашей большой истории. Спасибо с огромное. юбилеем. Спасибо Это вам большая история, большое событие для татарстанского плавания. Чемпионат России по национальной борьбе на поясах «Коряж» удался на славу. Дворец единоборств «Ак-Барс» стал центром притяжения лучших борцов со всей страны. Нешуточные страсти развернулись в каждой из 10 весовых категорий. Традиционно заметнее всех на соревнованиях были спортсмены из нашей республики. Подробнее расскажем в следующем сюжете. С 1 по 4 декабря во Дворце единоборств «Ак-Барс» состоялся чемпионат России по борьбе на поясах «Кряж». В
Казань съехались 170 борцов из 42 регионов страны. Соревнования проходили в 10 весовых категориях, от 60 до 130 килограмм. Сначала участников ждали предварительные состязания во всех весовых категориях. Далее финальные схватки. Очень серьезный уровень подготовки, очень много проходит соревнований. 2 недели назад у нас был чемпионат Республики Татарстан. Все победители, каждый из них выступает. Лучшие результаты показали спортсмены из Татарстана. Из участвующих 10 борцов на высшей ступени пьедестала оказались 9. Не покорился лишь вес 80 килограмм. В остальных татарстанцы доминировали. Дальнейший план, если подготовиться хорошенько, не останавливаться на этом достигнутом. Если получится участвовать в чемпионате мира, выиграть его, получить мастер спорта международного класса. Одна из самых захватывающих схваток была у Ильдара Хамитова. Это его первый чемпионат России. Он отметил хорошую конкуренцию и признался, что перед турниром не изучал своих соперников. Кто бы ни был бы, под каждым надо настраиваться. Если честно, я их даже особо не знаю никого из своих соперников. Впервые на России. За календарный год в республике прошли 26 турниров по коряж. В следующем году организаторы не собираются сбавлять обороты. В планах порядка 30 мероприятий. Мы развиваем поясную борьбу коряж. Более 20 мероприятий совместно с Федерацией провели. Очень много проводили мероприятий в Татарстане, в Казани. Уже в январе и феврале у борцов республики ожидается плотный график. Их ждет традиционный проект «Манзара» и турнир на приз Героя поэта Мусы Джалиля. Эфир спортивной среды продолжается обзором ярких спортивных событий за неделю, которые мы не могли пропустить. С 25 ноября по 4 декабря в нефтяной столице России в Альметьевске прошло первенство федеральных округов среди юношей до 16 лет. Соревнование примечательно тем, что участие в нем приняли юноши из Беларуси, которые по итогу турнира заняли 8-е место. А главным триумфатором всего турнира стала сборная Москвы, которая не оставила ни единого шанса в финале своим соперникам из Центрального федерального округа 11-3. От хоккея к паркету. 4 декабря на своей арене «Баскет-холл» Уникс провел встречу с ЦСКА. По накалу страстей матч не уступал финалу Еврокубка. С самого начала встречи баскетболисты Уникса включили высокий прессинг, нарастив преимущество. Но она постепенно начала сходить на нет после молниеносных атак ЦСКА. По ходу встречи каждая из команд побывала в роли догоняющего, но исход матча решился в концовке первого дополнительного времени. 2 штрафных броска приносят тяжелую трудовую победу ЦСКА 93-95. 3 декабря на стадионе Академии футбольного клуба «Краснодар» свою финальную встречу провели футболисты из медиалиги. В финале встретились Тудроц и Родина Медиа. Матч окончился в основное время в ничью 1-1. А в серии буллеталити, смешение пенальти и буллитов, выиграли Тудроц со счетом 3-1. Впервые за ходом встречи наблюдали 145 тысяч зрителей в режиме онлайн. 2 декабря неожиданно для всех хоккейных болельщиков пронеслась новость об отставке главного тренера Акбарса Олега Знарка. Случилось это в тот же день после победного матча с Локомотивом 3-2. Напомним, что на посту главного тренера Барсов Олег Валерьевич провел 36 матчей в чемпионате КХЛ, одержав 16 побед в основное время и 6 в овертайме, потерпев при этом 14 поражений. 3 декабря свою домашнюю игру провели волейболистки из «Динамо Акбарс». На этот раз к ним в гости пожаловал один из лидеров чемпионата – Ленинградка. Фаворит был ясен еще до начала матча, поэтому сценарий встречи был предсказуем. Казанская команда не смогла ничего противопоставить мастеровитому сопернику – 0-3 по партиям и 6-е место в турнирной таблице. Видимо, девушек из Казани до сих пор штормит после поражения от «Протона». И это все на сегодня. Впереди нас ждет новая неделя. Чем она запомнится и какие спортивные события станут частью истории татарстанского спорта, мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Занимайтесь спортом и будьте в курсе всех событий вместе с передачей «Спортивная среда» на ТНВ. До свидания.